Радио Азади сообщило 27 февраля 2016 года о том, что Комитет по делам женщин Гисарского района сформировал список женщин-активисток и тех, кому за 60 лет, которые должны справедливо распределить между собой 200 метров ткани. Речь идет о ткани, расстеленной в знак уважения под ногами президента Таджикистана Эмомали Рахмона во время посещения им Гисарского района, где он участвовал в возведении сада. Он поручил чиновникам выделить каждой женщине по 3 метра из 200-метровой ткани. Напомним, что после объявления Эмомали Рахмона лидером нации в стране началась кампания по возвеличиванию его личности, в том числе среди чиновников. Так, например, известный в республике эксперт по вопросам религии Абдулло Мухаккик даже предложил признать супругу президента Азиза Мо лидером женщин-мусульманок Таджикистана, сравнив ее с матерью правоверных Айша, ради Аллаху анха. А на некоторых факультетах Таджикского национального университета ввели новый курс под названием «Эмомали Рахмон. Архитектор нового государства таджиков». О том, каким правителем является Рахмон, можно судить по его достижениям за 23-летний срок правления. На сегодняшний день Таджикистан – беднейшее государство Евразии. В 2012 году Фонд ООН области народонаселения подсчитал, что за чертой бедности живет более половины населения страны. Согласно анализу фонда Карнеги, значительная часть населения страны превратилась в трудовых мигрантов. Согласно подсчетам Всемирного банка, в 2012 году денежные переводы обеспечивали более половины национального ВВП, а по данным Агентства международного развития США, у 30% населения ситуация критическая. Особенно тяжело приходится несовершеннолетним. У 12% детей в возрасте до 5 лет отмечается нехватка веса, а у 26% задержка роста и развития в силу недостаточного питания. Уровень образования колеблется между 88 и 91 местом в мире по данным ООН. Народ Таджикистана является в первую очередь мусульманами, и им изначально претит возвеличивание правителя само по себе, ведь согласно исламу правитель является обыкновенным гражданином. Так, например, праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, обладая огромной властью, вел настолько скромный образ жизни, что когда посол Византийской империи прибыл в Медину и попросил жителей показать дворец правителя правоверных, люди ответили ему, что у их правителя нет ни дворца, ни замка, а также о том, что в это время он, скорее всего, отдыхает в мечети, потому что в ночное время он обычно ходит по улицам города, проявляя заботу о его жителях. Посол Византийской империи был крайне изумлен, узнав, что правитель, чье имя заставляет вздрагивать императоров и королей, ведет такой скромный образ жизни. Он отправился в мечеть, где действительно нашел человека, который спал, лежа на песке, чем был невероятно изумлен и шокирован. И все это, не говоря о том, что тиран Рахмон правит придуманными человеком законами, раболепствует перед странами неверия, продав им страну за бесценок, открыто борется с исламом и его атрибутами, сажая мусульман в тюрьмы из-за того, что они ставят закон Аллаха превыше его законов. И потому место Рахмона на помойке истории, а затянувшееся время его правления навсегда останется одной из самых черных и позорных страниц в истории региона.